Я продолжаю писать карту дня на 22 сентября. Это у нас пятница. Мы с вами смотрим следующие 6 знаков зодиака. Будут весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Если вашего знака нет, да, среди названных, тогда вам нужна первая часть. Первые 6 знаков у меня в первой части. Ее найти очень легко. Под этим видео внизу, если вы вниз прокрутите, да, вот вы найдете там ссылку. Написано ссылочка на первую часть. И можете там найти свой знак. Под каждым видео есть тайм-коды также, да. Вы можете сразу смотреть свой знак, не смотреть другие. А мы смотрим дальше. Весы, 22 сентября. Давайте смотреть, что у вас. Угу. Перекручиваться не хотят. Так, весы, смотрим. Разлука, чемодан. Вы можете куда-то уехать или можете, например, встретить кого-то после долгой разлуки. Якорь, прибытие. Якорь – это остановка где-то надолго. То есть, когда мы долго едем в дороге, тоже якорь может выпадать. Ножницы, решение вопроса. Цыпленок, семья, дети, успех, удача, мешок с деньгами, нерешенный вопрос. Ну, смотрите, нерешенный вопрос, он решится, потому что ножницы выпали. Так, теперь смотрим здесь. Здесь не нашла. Ну, прекрасный день, да, вот для тех, кто мне иногда пишет, что у весов постоянно ужас. Ну, вот почему, смотрите. Нерешенный вопрос решается. Может быть поездка, да, то есть якорь показывает прибытие. Дальше вопросы финансов могут решаться в этот день. Семейная жизнь, семья, дети, проводите время. Успех в делах, работе и удача. Прекрасный день, если у вас будет в пятницу. Благодарю за внимание и перехожу к скорпиончикам. Так, скорпионы. Поехали, смотрим. 22 сентября. События дня для скорпионов. Тайная встреча, свидание у вас может быть в пятницу. Корона, общение с каким-то важным, влиятельным человеком. Конверт, получение. Что-то можете получать. Удача. Ключ, открытые двери. Очень хорошо. Так, и сейчас проверю еще
Горизонтали нет. И есть еще по вертикали победа. Так, смотрим. Значит, у вас показывает, что может быть свидание в этот день, да, то есть какая-то встреча тайная, секретная, возможно, вы просто пока не знаете, то есть и для вас это тайна. Дальше у вас будет получение, будет удача, будут открытые двери, будет победа, да, то есть и общение с каким-то влиятельным человеком. То есть тут, может быть, человек вам будет, да, вот, присуждать эту победу или что-то вручать, как вариант, может быть, так. Ну, в общем, вот такой крутой день Скорпиона будет в пятницу. Благодарю за внимание и перехожу к Стрельцам. Смотрим дальше, Стрельцы. Стрельцы, 22 сентября, пятница. Покажите мне события дня. Подсвечник, первое событие, которое я увидела, это надежда. Роза, свидание. Шарики, хорошие новости. Любовь, сердце. Цветочек, исполнение желания. Ключик. Открытые двери. Все в ваших руках. Ну, здесь нет. Значит, смотрите. В этот день вы возлагаете надежды. Какие-то на этот день что-то вы хотите для себя получить. Для вас открываются двери, появляются возможности. У вас будет исполнение желания. Какая-то приятная встреча, свидание, хорошие новости и любовь. Ну, прям не день, а сказка. И в личной жизни, да, то есть и новости хорошие, и двери открыты, еще и исполнится желание. Прям одно событие лучше другого. Благодарю за внимание, Стрельцы. Перехожу к Козерожкам. Козероги. 22 сентября. Козероги, события дня. Конфликт в пятницу может быть. Слезы. Ну, какие-то негативные эмоции. Тайна. Вот видите, как бы можно вместе прочитать, да, то есть открывается какая-то тайна, из-за нее конфликты и слезы.
Домик показывает события в доме. Какие-то важные могут происходить в этот день. Конверт – это получение. Бокал – застолье. Еще тут, смотрите, метла могла быть. Но я первый бокал увидела, оставляю. Если вы увидели метлу, это ссора. Казенный дом, книга. Это госучреждение. Звонок, поход, да, то есть решение каких-то вопросов в госучреждении в этот день. Подарок нельзя. И здесь нет. В общем, у вас выпадает казенный дом, госучреждение, конфликт, слезы, переживания, открытие каких-то тайн, секретов, события в доме с застольем, и конверт – это получение чего-то, то есть вы что-то получите. Иногда выпадает, когда мы, например, дарим конверт, да, то есть какое-то событие, мы дарим конверт, в руках держим, то есть тоже может конверт показывать. А может быть, это какой-то документ, да, который вы будете брать там или отдавать в казенном доме. Тоже может быть. То есть тут события могут по-разному проигрываться. Ваша задача постараться избежать конфликта, да, чтобы не доводить это все до слез. Вот такое предупреждение. Благодарю за внимание, Козероги. Перехожу к Водолеям. Водолеи. — 22 сентября. События дня для водолеев. Неприятность. Первое событие в пятницу может быть победа. Подарок можете получить. Метла показывает, что может быть ссора небольшая, да, как раз вот неприятность, может быть, это и есть небольшая ссора с кем-то. Ага, тут либо кораблик ожидания, да, то есть либо слезы. Ну, я оставляю кораблик. Если вы яблочко увидели, тогда проигрываются слезы. Сердце нельзя. Свидание. Горизонтали, вертикали не вижу. Получается, в этот день из минуса неприятность, ссора. Ну, еще ожидание тоже такое не самое приятное событие, то есть когда надо ждать. А из плюсов у вас победа, приятная встреча или свидание, если есть с кем на свидание ходить, и подарки. Так что классные плюсы, да, то есть, а из минуса предупреждение, если удастся избежать, да, вот какой-то ссоры, конфликта, то, может быть, все пройдет хорошо в этот день. Благодарю за внимание, Водолей. Перехожу к рыбкам.
Смотрим рыбки. 22 сентября. Рыба выпадает у вас первое событие. Это скользкое дело. Предупреждение. Удача. Может быть, благодаря удаче удастся избежать. А, еще смотрите, еще вот есть казенный дом. Книга. Это госучреждение. Бокал нет. Будильник. Будильник всегда показывает проблему со временем. Опоздание. Ножницы. Решение вопроса. Прибыль. Финансовые поступления. Так, здесь не вижу. Значит, что я нашла? Госучреждение, звонок, посещение, решение каких-то вопросов. И смотрите, вопросы решаются, ножницы. То есть вы для себя какую-то бумажку можете получить. Дальше счастье, удача, финансовая прибыль. Будильник – это предупреждение. Да, то есть, например, если вам надо на какое-то определенное время, лучше выйдите пораньше, чтобы не опоздать. Но будильник еще иногда показывает, что наш день распланирован по времени. Да, то есть, что, допустим, у нас одно событие за другим, и нам надо везде успеть. И второе предупреждение. Первое – это время, а второе – это скользкое дело. То есть, возможно, будут делать какие-то скользкие предложения вам. И надо быть осторожными. То есть, опять же, может быть, в этом казенном доме. Может быть, да, решение вопроса через какие-то схемы махинации. И рыба – это предупреждение не соглашаться, да, то есть не вестись на все эти заманухи, потому что потом это будет вам дороже. Так что вот такое предупреждение для вас, рыбки, на пятницу. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.